13-летняя Изабелла Терлоева с тяжелой формой заболевания в ДРКБ поступила 5 дней назад. Рядом мама. Индира Терлоева рассказывает, в семье вирусом переболели почти все, в основном в легкой форме. Но состояние Изабеллы оказалось намного хуже. Резкий подскок сахара. 35 было у нас в начале, потом стали понижаться, карусели. Подниматься, понижаться. Потом температура была до 37,5. И слабость была, тошнота была, такая рвота была. В группе риска люди с хроническими заболеваниями. Именно сахарный диабет и вызвал тяжелую форму ковида у девочки. До сих пор она у нас находилась на интенсивных койках. Сейчас на данный момент уже наблюдается положительная динамика. И мы наблюдали девочку совместно с эндокринологом. Сейчас дальше планируем уже долечивать девочку в профильном отделении. Положительная динамика и у Усмана Зангиева. 17-летний пациент поступил сюда с такими же симптомами, как и Изабелла. Одышка, повышенное давление, боль в мышцах. От кого мог заразиться, пациент не знает. В его окружении нет тех, кто сдавал тесты на ковид. Да и в опасный вирус до этого дня он не сильно верил. Тишится, отдаться. Я думал, ничего серьезного нет. А сам сейчас заболел этой болезнью и сейчас в таком положении лежу в больнице. Да, свое мнение я конкретно поменял и посоветую всем лучше остерегаться этого. На сегодняшний день в отделении инфекционной больницы 23 пациента, 9 детей с подтвержденным диагнозом со средней и тяжелой формой. Остальные еще обследуются. Как отмечают врачи, в последнее время поступает больше детей с осложнениями. Вторая волна нам показала, что детки болеют не только в легкой форме, но также и проявляются тяжелые формы, такие как мультисистемный воспалительный синдром. В большинстве случаев осложнения у деток идут на сердечно-сосудистую систему. Хотелось бы обратиться к родителям нашим, чтобы они были более бдительными, чтобы обращались вовремя при первых проявлениях вирусной инфекции. Повышенная температура, слабость в теле, потеря обоняния – это лишь некоторые симптомы COVID-19. Но чаще всего сюда поступают дети с признаками дыхательной недостаточности. В кислороде при поступлении остро нуждалась и 2-летняя Хадижа. Впрочем, как и большинство маленьких пациентов. Аппаратами ЭВЛ здесь оборудована каждая палата. Все 20 коек обеспечены подачей кислорода. Мы можем подключить ребенка и проводить оксигенотерапию, подачу увлажненного кислорода. На территории нашей больницы есть самостоятельная кислородная станция. Поэтому кислород у нас в достаточном количестве вырабатывается на этой станции и централизованно разводится по отделениям. С каждым днем вторая волна накрывает все больше людей. По последним данным, число заразившихся в стране порядка 2,5 миллионов. Лекарства от вируса пока нет. А снизить распространение инфекции помогут обычные меры профилактики, которыми врачи просят не пренебрегать. Это соблюдение масочного режима, особенно в помещениях, где скопление людей, именно в медицинских учреждениях, в образовательных школах, в садах, в общем, где имеется скопление людей. Также необходимо соблюдать дистанцию 1,5–2 метра. Необходимо тщательное мытье рук. Впрочем, симптомы коронавируса в этот сезон можно спутать с гриппом и ОРВИ. За сутки в ДРКБ поступает до 120 человек, большинство с диагнозом грипп. Во время ОРВИ также характерно возникновение осложнений, таких как бронхит, пневмония, синусит, и обострение тех же хронических заболеваний, которые у них имеются. В этот период лучше всего теплее одеваться, употреблять витамин С, чаще проветривать помещения. Но врачи предупреждают, не нужно пытаться самостоятельно определить, чем вы болеете. При любом недомогании лучше сразу обратиться к участковому врачу. Дана Плиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.